Хвала Аллаху, Господу миров! Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что наш господин Мухаммад – его раб и посланник. О Аллах, благослови и приветствуй миром нашего господина и любимца Мухаммада, его семью и сподвижников. О рабы Аллаха, я завещаю вам и своей грешной душе бояться Всевышнего Аллаха. Бойтесь же его и повинуйтесь ему, ведь поистине Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро. Всевышний Аллах и его посланник, мир ему и благословение от Аллаха, установили между мусульманами разные обязанности и законы, чтобы наладить их социальную жизнь, а также указали высокие моральные качества. Всевышний и его пророк, да благословит его Аллах и приветствует, любят, чтобы верующие были едины и сплочены братскими и религиозными узами. Если взять, например, мечеть, в которой пятикратно соблюдается коллективная молитва мусульманами какой-то местности, это великое деяние, призванное сплотить верующих и посеять между ними любовь и порядок. Точно так же и пятничная молитва. Верующие одного города собираются каждую неделю в одной мечети, приветствуют и узнают друг друга. И таким образом между ними устанавливаются крепкие узы и единство. Затем мусульмане со всего мира собираются в одной точке мира для выполнения паломничества, которое также позволяет верующим видеться друг с другом, узнавать новости и укрепить свои связи. Начиная с маленькой местности и заканчивая до международных отношений, все шариатские предписания, если мы задумаемся над их мудростями и предназначениями, несут в себе цель сплотить мусульман и объединить их под знаменем братства и сострадания. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, совершил переселение из Мекки в Медину, первое, с чего он начал, это строительство мечети и установление братства между своими сподвижниками. Он указал нам на множество качеств, которыми должен обладать мусульманин. Упомянем некоторые из них. Мусульманин – брат мусульманину. Он не поступит с ним несправедливо и не оставит его в беде. В другом хадисе сказано, что тот, кто окажет помощь утружденному мусульманину, тому Всевышний отправит такого же человека, который, в свою очередь, протянет ему руку помощи. Но если он оставит его без помощи, будучи способным поддержать его в трудный момент, то Господь миров подвергнет его такой же беде и лишит его всякой помощи со стороны людей. Таково правосудие. Если ты избавишь своего брата от постигшей его трудности, то Всевышний избавит тебя от трудностей судного дня. Если ты скроешь порок своего брата, то Аллах скроет твой. Каждый из нас прекрасно знает о своих изъянах и грехах, поэтому верующие должны быть сострадательны, мягкими и справедливыми. Все сказанное выше являлось предисловием к теме, которую мы хотели сегодня обсудить, а именно, это проблема, которую хорошо знают богословы и религиозные деятели нашей республики. Заключается она в том, что некоторые конфликтующие люди забывают все перечисленные моральные качества, как братство, единство и взаимопонимание, и опускаются до самой низины, когда дело доходит до мирских имуществ. Два мусульманина дружат между собой с ранних лет. Любят друг друга ради Аллаха, клянутся, что готовы отдать жизни друг за друга. Затем они вместе начинают какой-то бизнес или торговлю, но стоит какому-то рабочему конфликту возникнуть между ними, как они оба разрывают все прежние узы и начинают взаимную вражду. Это, по всей вероятности, может указывать на то, что их прежние отношения были построены не на искренности и любви ради Аллаха. Был один праведник, у которого была жена с плохим характером. Несмотря на все трудности и несправедливость, которые ему приходилось терпеть от нее, он не переставал любить ее и относиться к ней по-доброму. Когда его спросили о причине такого терпения, он сказал, что любит свою жену ради Аллаха, и что если бы он стал обращать внимание на ее дурной нрав и плохое отношение и ссориться с ней, то это было бы угода его похоти, а не ради Аллаха. Если ты искренне любишь своего брата по вере, то никакой мирской конфликт не встанет между вами. Всевышний узаконил для нас прямой путь, встав на который мы можем жить в гармонии и созидании. По сей день есть среди тех, кто приходят к нам для разрешения своих конфликтов, будь то родственники или друзья, люди, которые ведут себя настолько низко, что готовы разорвать все свои отношения и родственные связи. А ведь поддерживание родственных связей занимает особое место. В хадисе Аль-Кудси сказано, что родственные узы жалуются самому Всевышнему, когда кто-то разрывает их, и тогда Всевышний говорит: «Кто будет поддерживать вас, того поддержу и я. Кто будет разрывать вас, с тем разорву и я».
Это благая весть для тех, кто поддерживает хорошие отношения со своими родственниками, но также страшная угроза для тех, кто пренебрегает ими. Поэтому родственные связи и сплоченность имеют особое значение перед Аллахом и Его посланником. Мы обращаемся ко всем жителям, чтобы мирские конфликты между ними не стали поводом вражды и взаимной ненависти. Клянусь Аллахом, среди конфликтующих сторон бывают и те, кто прекрасно знают о своей неправоте, но, несмотря на это, обращаются и в муфтият, и в суд, чтобы добиться удобного для себя решения и незаконно присвоить чужое имущество. Они отвергают даже шариат. Да упасет нас Аллах. А ведь это может вывести человека из ислама. Есть и те, кто действительно ищет правосудия и желает добиться правды. И такие люди готовы в любой момент признать свою вину и смириться с шариатским вердиктом. Некоторые люди стали рабами мирского, но Всевышний велит нам быть своими рабами, будучи братьями. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сказал: «Будьте рабами Аллаха, братьями». Мирские блага уже распределены между людьми, и настигают они их даже быстрее, чем смерть, которая, в отличие от мирских даров, приходит только раз в жизни. Мирские блага и милости бесчисленны, и в нашей жизни мы наслаждаемся ими каждый день. Но мирское не должно быть конечной целью мусульманина, а всего лишь средством к последней жизни. Насколько бы человек не был богат, он никогда не перестанет нуждаться в Аллахе. То есть, если человек имеет материальные блага и проявляет благодарность Творцу, расходуя свое имущество на бедняков и нищих, и ощущая, что все это от Аллаха и Его милостей, такой человек всегда будет нуждающимся в своем Господе рабом. Все мы нуждаемся в Аллахе, поэтому должны ощущать эту свою нужду. Бывает бедняк, который не имеет имущества, а сердце его обладает слабой верой и такой сильно стремится к мирским благам, что, получив он желаемое, обратил бы это на свою потеху и ослушание Аллаха. Господь по своей мудрости пожелал, чтобы среди людей были бедные и богатые. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, поведал, что Всевышний даровал бедность человеку, которого богатство испортило бы и сбило с прямого пути. В этом для него заключены милость и в то же время испытание. Точно так же Всевышний наделил богатством другого человека, чтобы испытать его, как первого, и посмотреть, как он распорядится со своим имуществом. Господь миров установил определенную категорию людей, которые несут бремя помощи беднякам и нищим и выполняют свой долг перед Творцом. Таких людей много среди нас, и хвала Аллаху за это. Но то, что нас действительно печалит, это то, что люди, связанные кровным родством, будь то по отцовской или материнской линии, решаются на очень низкие поступки ради мирского. Бывают случаи, когда они открыто ослушаются решений богословов и шариатских судей. Мы еще раз призываем всех, до кого дойдет наша проповедь, чтобы они избегали вражды между собой и поступали здраво, основываясь на любви и братстве ради Аллаха. Пусть мирские прелести не обольщают их и не подталкивают к продаже своей религии и убытки в последней жизни. Разрывание родственных связей и дружбы является настолько большим грехом, если мы узнаем, что посещение мусульманином своего брата по вере ради Аллаха может ввести его в рай. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сообщил, что посещение мусульманина ради Аллаха – это самая великая часть поклонения и веры, деяние, которое возвышает тебя по степеням и укрепляет твою веру. Твоя ненависть к своему брату также должна проявляться только ради Аллаха. Когда ты остаешься недоволен своим братом не из-за личной обиды или других мирских причин, а только по причине того, что тот сбился с прямого пути, противоречит религии и упрямствует истине. Вот что значит ненависть ради Аллаха. Пусть Всевышний Аллах дарует нам единство и взаимную любовь ради себя и не сделает нас из тех, кого обольстила любовь к мирскому.